Здравствуйте, я шеф-повар Даниил Деркимбаев. Я рад поделиться некоторыми идеями о вкусных и здоровых блюдах для вашей семьи и маленьких детей. Прежде чем мы начнем, я бы хотел поговорить о чем-то важном. Полноценное и здоровое питание является важным фактором для матерей и детей. Вы когда-нибудь слышали, что такое 1000 дней окно возможностей? Это время от момента беременности женщины до 2-летнего возраста ребенка. Физические и умственные возможности развития ребенка до полного потенциала зависят от правильного ухода и питания именно в первые 1000 дней развития ребенка. Я собираюсь поделиться рецептами, которые будут полезны всей вашей семье. Ингредиенты для этих рецептов вы можете приобрести в магазине. Я уверен, вам понравятся эти рецепты и понравятся вашей семье. Итак, приступим. Сегодня мы с вами готовим очень легкое и полезное блюдо, которое называется овощная икра или икра из кабачков и баклажанов. Эту икру можно давать детям от годовалого возраста. Итак, для того, чтобы приготовить это блюдо, нам понадобятся овощи, понадобится растительное масло, но прежде мы помоем руки. Родители или опекуны детей должны мыть руки с мылом и водой перед приготовлением и кормлением ребенка. Необходимо, чтобы родители или опекуны детей приучили детей мыть руки с мылом перед приемом какой-либо пищи. Овощные блюда очень полезны для здоровья детей и взрослых, поскольку овощные блюда содержат очень много клетчатки, и они гораздо полезнее, чем блюда, которые вы бы купили в фастфуде. В фастфуде, конечно, может быть, они и вкуснее, и дешевле, но блюда из овощей, блюда, приготовленные вами дома, конечно же, намного полезнее. Вкусная и разнообразная пища, приготовленная дома, помогает развитию детей и придает и укрепляет их здоровье. Первое, что мы сделаем, мы почистим баклажаны, удалим плодоножку и замочим их в холодной воде для того, чтобы удалить именно тот вкус горечи, который содержится в синеньких баклажанах. Первое, я возьму нож и удалю плодоножку. Теперь аккуратно чищу кожицу, вот таким образом. Баклажаны содержат очень много витаминов. Они содержат клетчатку, полезную для очищения желудка и кишечника. Баклажаны употребляются и рекомендуются к употреблению даже больным желудочно-кишечным трактом. Говоря о детях, баклажаны полезны детям, поскольку баклажаны имеют определенную слизь. Они при приготовлении как бы обволакивают блюдо, и человеку легко глотать, и баклажаны легко усваиваются. Я почистил баклажан, а теперь я бы хотел показать, как правильно мыть овощи. Мы возьмем с вами наши овощи, кабачок, баклажан, и под струей теплой воды очень медленно и очень аккуратно помоем овощи от содержания песка, грязи и пыли. То же самое я могу сделать и с баклажаном. И то же самое я сделаю с помидорами и морковью. Что ж, овощи помыты, мы можем приступать к приготовлению пищи. Баклажан необходимо разрезать на кубики. Величина кубиков зависит от того, насколько вы хотите быстро приготовить блюдо. Если вы порежете баклажан крупными кубиками, то время приготовления, естественно, будет немного больше. Мелкие кубики, они лучше развариваются, и блюдо становится более доступно, особенно детям, поскольку у детей маленький желудок, и они не могут жевать большие куски пищи. Лучше всего
для детей резать небольшими кусочками и готовить так, чтобы блюдо хорошо проваривалось. Теперь я могу замочить порезанный баклажан в подсоленной воде. Для этого я возьму кастрюлю, переложу сюда баклажан, добавлю немного соли. Посолив, я добавлю в воду и оставлю баклажаны отмачиваться в течение 15 минут. А в это время я начну готовить наше блюдо. И первое, что я сделаю, я возьму почищенный лук и порежу его мелким кубиком. Нездоровая еда вкусная и аппетитная, и относительно недорогая, поэтому у нас возникает соблазн купить ее снова и снова. В результате мы теряем важные элементы для здоровья, такие как белок и клетчатку, и потребляем слишком много пустых калорий, трансжиров и углеводов. Это вызывает различные осложнения со здоровьем, от ожирения до сердечно-сосудистых заболеваний. Теперь мы берем сковороду или казанок, ставим на нагрев и добавляем небольшое количество хорошего растительного масла. Необходимо придерживаться рациона, который состоит из разнообразных продуктов. Несбалансированное питание, состоящее только из одного или двух видов в день, в течение жизни может привести к хроническим заболеваниям, поскольку возникает дефицит определенных минеральных веществ. Сюда положили. Теперь следующий этап. Я должен порезать кабачок. Я кабачок возьму, удалю также плодоножку и начальную часть. У кабачка можно не очищать кожицы. Кабачок можно использовать так, поскольку именно в кожице содержится необходимая нашему здоровью и очищающая нас клетчатка. Разрезаем кабачок на небольшие части, и теперь кабачок я могу порезать кубиком. Рекомендую вам пользоваться разными ножами. Одними ножами вы можете чистить овощи, другими ножами вы можете их обрабатывать, и третьими ножами мы можем нарезать наши продукты. Вот таким образом. Важно, чтобы вся семья поддерживала идею здорового питания. Вместе планировали меню, вместе составляли бюджет, отказывались от сладких и соленых блюд и переходили на более здоровое питание. Тогда идея здорового питания будет касаться не только детей, но и взрослых. Теперь мне осталось порезать морковь. Я ее порежу соломкой, чтобы она у нас выглядела красиво в нашем блюде. Морковь и тыква, а также красные фрукты содержат очень много каротина, витамина А, который полезен для развития крепкого, здорового организма ребенка. Поэтому рекомендую вам употреблять витамин А, который содержится в овощах. Но помните, что витамин А – это жирорастворимый витамин. И чтобы получить именно каротин из этих овощей и фруктов, нам надо обязательно добавить немного растительного масла. Следующий ингредиент, который я порежу, это будет болгарский перец. И теперь я порежу немного чеснока. А тем временем, пока я резал наши овощи, у нас уже готов лук. И я слышу, как он у нас здесь шипит. Поэтому я сразу же добавляю к луку теперь порезанный чеснок. Далее добавляю морковь. И как только овощи едва обжарятся, я добавлю остальные ингредиенты.
А пока жарятся овощи, я порежу один помидор, который также добавлю в эту сковородочку. У помидора необходимо удалить заднюю часть. Я ее отрезаю и удаляю. Теперь помидор я могу порезать крупными кубиками, положить в чашечку и переложить в сковороду. Отправляем помидор к нашим овощам. Слегка помешиваем. И теперь мы уже можем добавить кабачки и баклажаны, которые отмачивались в соленой воде. Теперь мы сливаем воду и баклажаны добавляем к нашему блюду. Баклажаны можно слегка отжать, чтобы они удалили всю соленую воду. Добавили баклажаны. И теперь можно все перемешать. В самом конце для вкуса я добавлю немножко чеснока. Время приготовления блюда зависит от вашего желания. Кто-то любит, чтобы икра была немножко аль денте, как говорят французы, немножко жевалась, а некоторые любят, чтобы икра превращалась в кашу. И то очень хорошо, поскольку эту икру можно есть и в холодном виде, и даже намазывать на хлеб. Итак, наше блюдо готово, и мы можем приступить к сервировке. Блюдо выкладываем в неглубокую чашечку. Далее я могу украсить его зеленью кинзы. Я порежу немножко кинзы и посыплю сверху. Чтобы получить доступ к сегодняшнему рецепту или загрузить всю кулинарную книгу, посетите веб-сайт, указанный на экране. А теперь мы перечислим ингредиенты, которые мы использовали для нашего блюда. Основные ингредиенты на 4 порции. 1 большая или 2 маленьких луковицы, 2 больших или 4 маленьких помидора или 2 столовые ложки томатной пасты, 1 небольшой кабачок, 2 средних баклажана, 1 большая морковь, 2 больших зубчика чеснока, 1,5 столовые ложки растительного масла, несколько веточек кинзы или другой зелени по вкусу. Зелени много не нужно, чтобы не перебить вкус баклажанов. Помните, что здоровое поколение – наша ответственность и наше будущее. А я желаю вам приятного аппетита!